Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Неважна, што доўгі час ад кіраўніка Беларусі гучалі словы пра перабольшванне небяспекі каранавіруса. І не важна, што каранцін у Беларусі, як у ва ўсіх фактычна іншых краінах, так да гэтага часу і не аб'яўлены, а межы не зачыненыя. Гэта не перашкаджае Александру Лукашенку заяўляць, што тыя, хто затрымаўся за мяжой, могуць разлічваць толькі на сябе. Тым, хто выехаў пасля нашых папярэджанняў, ніякіх чартараў, заявіў Лукашенко. Як выжыць і вярнуцца, калі цябе пакінулі за мяжой. Пра гэта мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта вандроўнік-авантурыст, телевядучы, лідар гурта Да Вінчы Дзяніс Дудзінскі. Добрый день, Дзяніс. Добрый день, добрый день. Дзяніс, вы адкуль недавно вернуліся? Вы тут нам не привезли ничего такого? Слава богу, вернулись, да. Вернулись мы из Африки, мы уезжали туда, туда мы уезжали еще в январе, вернулись в начале февраля. Нет, ничего не привез. Нічого не... Магнітики. Не, я до чаго? З аднаго боку, зараз же ж усіх пытаюцца, а вы там вот в Італіі дзе-небудзь не былі апошнія там 2 тыдні, там ці яшчэ што-небудзь, вот днямі буквально прачытаў у Фейсбуку ваш допіс про тое, як да вас прыйшла дама, і абвінаваціла, што гэта вы, турысты, вінаватыя ў тым, што вот зараз ёсць хворыя на коронавирус. Религиозных кошмаров хватает, конечно, в этом плане. И люди, которые с недостаточно стабильной психикой, они все равно ищут, кто же виноват будет. Давайте будем считать, пусть это будут, если им так удобно считать, пусть это будут виноваты туристы, что они откуда-нибудь привезли что-нибудь. Вот так вот. Але глядзіце, нават калі браць афіцыйныя звесткі Міністэрства аховы здароўя, калі ім верыць цалкам, то з 80 там троху болей выпадкаў захворвання ў нас, вот асабліва першыя 40 выпадкаў, гэта тыя, хто прыехаў з-за мяжы. Вот все-таки наколькі гэта сур'ёзна, наколькі вот туристов миновито виноватить. Насколько все это серьезно и как действовать в этой ситуации, я думаю, мы узнаем только в лучшем случае через много-много месяцев, когда это все более-менее устаканится и появится какая-то действительно официальная разумная статистика. Потому что, как мне кажется, сейчас говорить о разумной статистике ни в Италии, ни в Китае, ни тем более у нас мы не можем. Потому что, как говорят сами врачи, симптомы очень идентичны с теми же симптомами ОРВИ, гриппом, кто выздоровел, кто от чего умер. И вот эти вот все чарты, таблицы, которые сейчас просто перекачивают из сетей в сети социальные, но они тоже не открывают этой картины. Ты не понимаешь, так это хорошо или плохо. Это люди уже выздоравливают или люди все-таки еще умирают. И более того, даже те самые врачи, которые, в принципе, приводят все эти свидетельства, да, ты понимаешь, это врач, он работает в Италии, но посади рядышком с ним такого же врача-вирусолога из Италии, и у них будут совершенно разные данные, совершенно разные показатели, потому что здесь есть и эмоциональный фактор, потому что врач — это тот же самый человек, и среди врачей есть истерики, и есть совершенно обыяковые врачи, которым: да, ребята, сидите на карантине, ничего не делайте. Поэтому что и как... Какое государство? Итальянцы правы или шведы правы, которые отказались от карантина? Может быть, мы впереди планеты всей? Мы это сможем узнать только, когда это все выйдет, я не знаю, не закончится, а хотя бы на какую-то вот ровную статистику выйдет. Только тогда. Сейчас нет смысла об этом говорить. Да, тут я згодны, тому что что-то мало веры ў тым, што даецца сапраўды цалкам вся тая адпаведная рэчаіснасць і статыстыка. І я зараз не толькі пра наша беларускае Міністэрства аховы здароўя, шмат прэтэнзій выказваецца, што праўду даюць тое ж самае итальянские, те же самые все медики и так далее. Но тоже еще как получается, что любой человек, когда ему что-то угрожает, он, как я уже говорил, он склонен кого-то винить, кого-то, где-то искать правду. А гражданин
ищет правду у государства. И когда, если это правда или псевдоправда его не устраивает, он начинает обвинять государство. То же самое итальянцы. Задайте вопрос любому итальянцу: так, а как ваше правительство? Вы такого услышите в адрес их итальянского правительства, что они замалчивают, что они неадекватны, что давным-давно пора менять это правительство? Ну, мне кажется, только в Китае такого нет. Да, и в Паўднёвай Кореі. Дзяніс, тым не менш, вот сітуацыя. Добра, я згодны, калі там дзесьці група турыстаў у аэрапорце, вот як там где-то там у Бразіліі ці ў Мексіке где-то там была, ці там, скажем, где-нибудь там яшчэ там у Індыі групу турыстаў, и наши МЗС подключаются, и там консулы, все такое, чартер, наколькі я ведаю, все ж таки дослали, вывезли. Але вот ситуация, да прыкладу, можешь быть такое, один там, ну ці сям'я там, 2-3 чалавекі, дзесьці пайшлі адны, самі, авантурысты, вот як вы любите гэта ходить, и дзесьці апынуліся, я не ведаю, там в Афрыцы ці дзе-нибудь в Амерыцы, якой-нибудь паўднёвай, у якой-нибудь Мексіцы, межы закрытыя, самолеты не лётаюць, за 2 чалавекамі наўрад ці паляціць чартер з Беларусі. Не полетит, конечно. Да, и борт номер 1 за ими не отправить. Ни в коем случае. Что робить? Во-первых, давайте-ка все-таки вот расставим точки над «и». Да, если ты в составе организованной группы поехал, значит, ответственность за тебя несет туроператор, турагент, государство, в конце концов. Опять-таки, в этом случае не надо думать о том, что я пойду в консульство, и консульство обязано меня вернуть домой. Вы представьте, вы сидите где-нибудь в Нигерии, вы консульство Беларуси в Нигерии, вы закрываете всю вот эту вот Северную Африку. У вас там где-то вы продаете трактора, где-то вы решаете другие экономические и политические вопросы, и к вам приходит человек и говорит: вы знаете, я не смог улететь домой, верните меня обратно. Ну как, что, консул достанет или посол достанет из своего кармана деньги и побежит вам покупать билет? Ну даже если бы он мог так сделать, вот ситуация такая, что все закрыто, невозможно купить билет. Еще раз. Если вы ехали организованно, ответственность за вас несет турагент, туроператор и, опять-таки, скажем так, консульство, все-таки политики той страны, к которой вы принадлежите. Ну, а если вы поехали сами, давайте считать, что у нас коронавирус начался где-то с февраля, когда вот мы уже о нем узнали и задумались. И если вы в феврале куда-то поехали при этой ситуации, ну, то, как говорится в фильме «Буратино, ты сам себе враг». Если ты заехал в страну, где есть наше консульство, но это сразу туда, это без вариантов. Хотя бы просто стоять, вот снять отель недалеко от белорусского посольства и там жить, периодически поглядывая в окно и говорить: ну я же здесь, ну что-нибудь, как-нибудь, помогите. В любом случае будет объявлен какой-то уровень опасности, будет какой-то сигнал. Давайте вывозить наших граждан. Что-то будет. Постоянно находиться на связи с консульством при помощи имейл, при помощи телефона, постоянно их теребить. Граждане, товарищи, дорогие, ну вот же я. Конечно, от вас будут отбрыкиваться, потому что говорит: дурак, ну зачем ты сюда полез? У нас и без тебя сейчас хватает дел. Но все равно, слава богу, тебя не бросят. Но есть другая ситуация. Вы находитесь в стране, допустим, вы находитесь в Гамбии. Глубокая Западная Африка. Там посольства белорусского нет. Ближайшее посольство в Нигерии. И чтобы добраться до этой Нигерии, вам нужно пересечь еще несколько африканских стран. Самолеты не летают, границы закрыты, транспорт никакой не ходит. Но вот здесь единственный вариант, это значит, всегда, я говорю, если вы куда-то едете в страшные, непонятные страны, берите с собой банковскую карточку, на которую вам могут ваши родные, близкие перечислить деньги, если что-то с вами случается. Постоянно мониторить ситуацию на территории той страны, в которой ты находишься, даже если данные не предоставляются, все равно международные организации, ООН, Всемирная организация здравоохранения, в африканских странах они имеют очень большой вес. Можно идти туда. Если не через наше консульство, не через наше посольство, возможно, через миссии ООН, через Красный Крест, через Всемирную организацию здравоохранения ты можешь найти выход, как выбраться из этой страны. Тут же задача какая? Не просто выбраться, а выбраться хотя бы на территорию Европы уже. То есть, если ты находишься на островах Океании, ну, тут уже надо думать о том, что хотя бы выбраться куда-нибудь более... В Таиланд хотя бы пытаться выбраться. Ну,
придумать себе точку в зависимости от того, где ты сейчас находишься. И, конечно же, каждый вопрос решается индивидуально. Потому что непонятно, какая политическая ситуация в данный момент в той стране, где вы находитесь, где вы застряли. Что там сейчас происходит. Может быть, там не любят белорусов. И вы окажетесь просто в конце очереди желающих, рассчитывающих на помощь. Просто потому, что вы белорус. У вас нет возможности взять в открытую, приехать на территорию Европы, потому что у вас нет шенгенской визы. Возможно такое. Ну, тогда надо искать через Египет, смотреть, какие страны не закрыты. Турция, по-моему, сейчас еще принимает. Вот. Ну да, яны там прынялі рашэнне, што мы не закрываемся, мы просто пераносим сезон, яны так это назвали. И меня больше всего в этом... Часто же вот в социальных сетях можно увидеть, что люди где-то застряли и не знаем, как быть, что делать. Я, разумеется, не лезу с советами. Это самое неблагодарное сейчас дело, что-либо советовать, не понимая той ситуации, где человек застрял в данный момент конкретно. И когда я пару раз скинул человеку, говорю, так вот, смотри, есть еще принтскрин рейсы, которыми ты можешь вот так вот на перекладных, и ты нормально доберешься. Ты доберешься до Москвы хотя бы. А там уже, ну, Москва это рядышком. Человек говорит, ты что, Денис, да тут же 1000 евро билет стоит. Я говорю, подожди, а на сколько ты рассчитывал? Ну, я рассчитывал, евро на 500. Говорю, человек, ты не в той сейчас ситуации, чтобы думать о том, что это дорого тебе. Да даже если это 3000 евро, у тебя нету денег, значит, пусть тебя родственники на карточку переведут. Но у меня нету такой карточки. Как ты ехал в какие-нибудь Бразилии или Гондурасы, не имея никакого бэкграунда, никакого багажа для того, чтобы вернуться? Где твоя страховка на случай болезни там? Где? Да нету у меня ничего. Ну, тогда тут... И что, сапраўды вот таких сустракаецца авантурыстаў уже конченых? Хватает, к сожалению, и таких людей много. И, ну, остается только развести руками и задать вопрос, а зачем? Зачем ты так делаешь? Люди, многие... Ну, я же ехал у джунглей, у лясы, на что мне там картка, это банковская. Тут же он еще думает, как... я хочу съездить в Перу, например, за 300 евро. Вот так, ни за что не платить, на автостопом, есть где-то уличную еду. Ну, извините, если ты этого хотел, вот ты сейчас это и получил. Значит, 2 месяца. Ты будешь сидеть сейчас в Перу, ездить автостопом и есть уличную еду. Если у тебя нет возможности получить какую-то помощь от своих родных и близких, если они не могут, потому что у тебя карточки нету, например, или если на территории этой страны нету нашего посольства или консульства, ну, тут нету совета, тут можно фантазировать. Иди в джунгли, построй себе шалаш. Вот, дарэчы, про гэтую сітуацыю я таксама, ну, мы жартавалі перад нашим эфірам, але сапраўды, наколькі, ну, вот чалавек сапраўды авантурыст, і ён паехаў не пасля таго, як там, скажем, стала вядома про коронавірус. Ён захацеў, вот, скажем, зіму правесці дзе-нибудь там у джунглях Афрыкі, Амазоніі і гэтак далей. Вот, а тут объявили коронавирус. Спочатку спалохаўся, ой, домой, у сінявокую нашую, тут нас уратуюць, наша самая лепшая медицина, а потым не выехать, грошей нема, картки нема, и гэтак далей. Вот сапраўды, ці выход пайсці дзе-нибудь шалаш себе побудаваць и 2 месяца пересядзець? Мы пробовали вот сейчас в нашей африканской поездке с палатками. Качественные палатки, такие ростом с человека, огромные, там и спальники, и матрасы в них есть. Но 6 ночей мы протянули только так. Все. Я не представляю, я не знаю, как человек может существовать в джунглях в шалаше. Тем более надо понимать, что сейчас в джунглях, в шалаше, сейчас там лето. Ну, вот сейчас начинается уже осень. И это совсем некомфортно. Не надо придумывать себе приключения, если ты уже находишься в приключении. Не надо пытаться, да ладно, я босиком по джунглям с копьем на свиней буду охотиться. Это все мы в фильмах смотрим, это мы все в книжках читаем у Жюля Верна. Искать русскоязычную диаспору. Россияне, белорусы, украинцы, грузины, азербайджанцы, неважно кто. Они есть практически в каждой стране. Русскоязычные представительства торговые, представительства компаний каких-то,
каких-нибудь, если это, допустим, там Венесуэла, там работает много и белорусских компаний представительств, и российских компаний представительств, и нефтяных, не только. Просто искать, кому ты сейчас можешь примкнуть. Потому что те люди находятся практически в такой же ситуации, как и ты. И за ними их компания обязательно вышлет какой-нибудь борт, какой-нибудь рейс прилетит. И если ты свой человек, ну, у тебя паспорт в порядке, слава богу, у тебя там есть никаких запретов нету на въезд там, в Россию, в Грузию, в Азербайджан, тебя подберут. Во всяком случае, у тебя появится какой-то шанс выбраться из этой страны. Других вариантов опять-таки нет. Искать своих. Ну, добра, мы зараз гаворым про тых людзей, якія там паехалі там на тыдзень, можа быць на 2, і зараз ім вот трэба выбрацца. А калі вот сапраўды чалавек, ну, можа быць, паехаў на Гоа на зіму, зараз вот такая ситуация, ён все адно там планаваў быць 3-4, а то можа і 5 месяцаў сядзець. Яму трэба выбирацца ці ўжо і сядзець там? Ну, если здесь его ничего не призывает, если работа не требует его непосредственного присутствия, ну, сиди, конечно, уже. Чем меньше будет передвижений сейчас у человека, чем меньше будет контактов, а Гоа — это все-таки аэропорт, тем более Индия, мы понимаем, что это не самая чистая страна, и помимо коронавируса там хватает своих каких-то заморочек. Сиди. Месяц посиди, 2 посиди. Если есть возможность, если вдруг где-то звоночек прозвенел, самолет 28 апреля из Панаджи будет самолет в Москву. Все, сразу же покупаешь билеты, не обращая внимания на цену, и летишь. Мониторить и контролировать всю ситуацию постоянно. Нету Wi-Fi, ну как это так? Почему ты живешь там, где нет Wi-Fi, тем более в такой ситуации? Найди, заплати. Ну, будем спадзявацца, что аматар павандраваць вот так с адным заплечнікам наш вядомы пісьменнік Віктор Мартинович зараз у Мінску, а не дзе-нибудь там у Індыі ў чарговы раз, ці ў Пакістане, і не там яго застала. Але вот мне просто цікава, Денис, вы расказалі про тое, что зараз у гэтай сітуацыі ідзі хоць куды, там консульства, посольства беларускае, расійскае, там прадстаўніцтва гандлёвых компаний, ААН, там ці яшчэ што-нибудь, Чырвоны крыж. А вам даводзілася з такой сітуацыяй сутыкацца, звяртацца? Вот яны дапамагаюць сапраўды? Да. В Китае несколько лет назад я паспорт потерял. Паспорт буквально за 3 дня до вылета. Мы снимали большую программу о Китае. Из Пекина мы доехали до юга, до острова Хайнань. Это было все практически месяц. И где-то на 3-4 дня оставалось уже до отлета. И я понимаю, что у меня нет паспорта. Ну, искали, конечно, где-то оббегали те места. Ну, понимаем, что все, паспорта нет. А нам лететь обратно надо. А Китай — это большая страна, это ты не сел на машину и за 2 часа ты переехал в столицу. Это авиарейсы, это огромная система, это покупать билеты, чтобы вернуться из этого Хайнаня в Пекин, потому что только там ты можешь получить вот это вот разрешение на выезд, вот бумажка такая, она выглядит как паспорт, разрешение на возвращение домой. И я в посольство наше попал. Повезло, что мы были все-таки официальная делегация, и китайцы сами очень быстро вот всю эту документацию готовили и сдавали нам. То есть в белорусское посольство я приехал уже с полным набором документов. За день сделали вот эту вот бумажку, с которой ты можешь покупать билеты и возвращаться обратно. Поставили все необходимые визы, печати, напоили чаем, поводили по посольству, показали, как у них здесь все устроено. Я был очень благодарен. Это единственный раз, когда я вот так именно столкнулся с нашими политиками, с нашими мидовцами. Вот идеально. Идеально. Потом, пару раз еще было, когда в Эфиопию ездил, я часто так стараюсь, если уезжаю в какие-нибудь диковинные страны, если там есть наше посольство, я пишу им: здравствуйте, дорогие друзья, мне от вас ничего не надо, я знаю, что вы там работаете, меня зовут так-то, так-то, я скоро приеду просто погостить в стране, где вы работаете, может быть, вам что-то надо передать.
вот мой номер телефона, дайте его своим родным, близким, хлеб, сало, там, я не знаю, что-нибудь, теплые вещи, и пусть они мне звонят, и пусть вот я вам передам это все. То есть я понимаю, что ребят тоже находятся там несколько месяцев, несколько лет безвылазно практически, ну, почему бы не помочь? И я очень благодарен. Была еще пара моментов, когда приходилось обращаться, но там несерьезные моменты, и всегда, может быть, где-то это было чуть-чуть затянуто, может быть, где-то это было не совсем с улыбкой мне отвечали, как мне бы хотелось, но это всегда была очень четкая и своевременная помощь. Я чаму спытаўся, тому что вот нам тут у каментарах пишуць у адказ на так бы нашу тэму, что уратаванне тапельцаў справа рук самих тапельцаў. Ну, в прынцыпе, вы гэтакі сказали, что трэба не сядзець где-то там и не чакаць, а самому... Это и есть. Ты сам себе помогаешь. Ты не сидишь где-то у себя в номере и не говоришь, все, рейсов нет, все, я здесь остаюсь в Чили. Нет. Ты идешь, ты действуешь. Вот это и есть, что ты сам себе помогаешь. То есть даже если все закрыто и ничего сделать не можно, ничего сделать нельзя, ты во всяком случае можешь себе сказать, что я сделал все, что мог. Я сам перед собой, я чист, я сделал все, что мог. А вот ведаючы наших людзей, наших чыноўнікаў, вы выключаеце ці не выключаеце такую сітуацыю, што вот вы прыходзіце ў консульства, а якога числа ты вылеціў з Беларусі з аэрапорта Мінск-2, там, скажем, такого-то. А вот што Александр Рыгорович сказаў. Тем, хто вылеціў пасля гэтага, ніякіх чартараў, хай самі выбіраюцца. Можа такое быць? Подождите, то, что кто-то сказал, это одно. Если есть официальная бумага на этот счет, это совсем другое. Более того, я думаю, даже при наличии официальной бумаги, если там вдруг написано, что если человек вылетел после 15 марта, никакой чартер ему не предлагать. Пиво Шарикову не предлагать. Но все равно... В любом случае, это наше консульство, это наше посольство. Они все равно, они не могут тебе позвать охранника и сказать, выведите-ка его за порог, спустите на него собак, пшел вон отсюда, и ты через забор бежишь, карабкаешься. Нет, они все равно обязаны что-то сделать. Я не знаю, поставить на какой-то... Ну, тут я уже не могу говорить, я думаю, какой-то протокол действий у наших мидовцев есть на этот случай. А опять-таки, это правильные слова. Если кто-то после объявления коронавируса решил сам поехать, все. Ну, и он послухал. Мы будем сейчас вот эти многотысячные, я не знаю, сколько там полет самолета стоит, туда-обратно. А еще, не дай бог, если это где-нибудь там за океаном. Ну, подожди, ты же знал, куда ты едешь. Почему ты сейчас свою вину, свою глупость, вот эту вот недалекость, почему ты хочешь на кого-то переложить и в данный момент на государство? Ну, я не знал, что... Ну, я думал, что я прилечу, а там... Нет, все. Вот если после этой даты ты решил куда-то поехать, сам виноват. Послухаў Александра Рыгоровича, который говорит, что ничего тут страшного в этом коронавирусе нема, что раздувают панику, это там у их, а у нас тут все хорошо. Подумал, человек же сказал, этому не верить, президент, Вот так это у нас здесь хорошо, а там у них коронавирус. У них-то там капитализм, коронавирус, там негров линчуют. Ну нет, конечно. Ты можешь слушать кого угодно, у тебя должна быть своя голова. Слава богу, сейчас источники у нас все открыты. Ты должен понимать, в какую страну ты едешь. И понимать, что сейчас, если в этой стране не объявлен карантин, то он может быть объявлен через неделю, через месяц. Ну, ты можешь в любой момент попасть в карантин. Я удивляюсь, например, вот этой браваде и хвастовству некоторых наших сограждан, которые говорят, а я сейчас в Египте. И здесь прекрасно, здесь пустые отели. Ну, хорошо, тебе повезло, что у тебя Египет не объявил карантин, и ты сейчас нормально, не потеряв ни силы, ни время, ни деньги, ты можешь нормально вернуться домой. Но зачем об этом писать в социальных сетях, если тебя могут прочитать такие же дурачки? И тоже сказать, так Египет нормально, я полечу. Дарэчы, вот і пра гэта я палячу. Ўсё ж таки, нягледзячы на тое, што невядома, што ў свеце робіцца, час ад часу сустракаюцца і ў нас там розныя аб'явы пра тое, што мы вам можам арганізаваць паездачку, а давайте вот сабяромся і сматаемся куда-нибудь. Як ставіцца да такіх прапаноў?
Ой, ну... Вы самі сустракалі? Вот ёсць яшчэ такія... За рубеж предлагают сейчас? Да. Нет. Ну, мне кажется, если бы я такое увидел, я бы... Простите меня, пожалуйста, но я бы просигналил куда надо на такие вот предложения. Что значит? А куда мы смотаемся? Давайте в Италию, давайте в Северную Италию, на шопинг смотаемся. Там зараз цены такие. Там бесплатно раздают. Да там бесплатно все раздают. Ну, мне кажется, это уже где-то, наверное, попахивает и уголовщиной чуть-чуть. Но опять-таки надо смотреть, куда он предлагает поехать. Давайте поедем. Я даже не могу представить. Да никуда не надо поехать сейчас. Не надо никуда ездить. Ребят, чем больше у тебя желания и возможностей поехать сейчас, тем меньше их будет потом. Але тым не менш, скажем, зрываются планы на поездки зараз, вот, ну и в ближайший, может быть, месяц, полторы, это уже докладно, вот у меня вельмі выдатная командировка уже сорвалася, а тым не менш, люди сидят и думают, але ўсё ж таки вот наближаются летние отпочинки, вот поглядеть там приблизно, там какие там отельчики, там Турция, Египет, может быть, Тунис, варто этим заниматься, ці не? Да, почему нет? Посмотреть, прицениться, а что там происходит, а как там вот Тунис, а какая температура будет, а какая цена сейчас, какая будет там на август. Но покупать нет. Никто не может, ни один вирусолог, ни один президент, ни один турист в мире сейчас не может сказать, когда это все закончится, и закончится ли оно там, например, к августу. Ну, не будет в этом году отпуска, будет в следующем. Зато в следующем можно вдвойне шикануть. Ну, деньги-то остались, и это если, конечно, ты не заплатил, не потерял их на чем-то. Да. Почему нет? А гэты адпачынак яшчэ правесці на дачы, у градках, выращивать каких-нибудь помидоров, бульбочки, продать на рынку, еще и больше. А Беларусь? Вот скажите, пожалуйста, когда вы красиво, интересно, со вкусом ездили по Беларуси? Полесье, например. Так, Денис, на север а вы съездить. калі апошні раз? Я як погляжу ваш Фейсбук, то вы там то в Африце, то в Америце, то в Монголии. Пардоньте, это коммерческое. Это коммерческое. Это ты выставляешь, показываешь красиво инстаграмные фоточки, где ты такой весь, опа, и у тебя пальмы, море, небо. А по Беларуси ездим очень много, и давным-давно уже была такая идея, хотим начать иностранцев привозить сюда вот таким вот частным официальным порядком за приключенческим туризмом. Разумеется, мир не свеж, все вот это, но и что-то такое палаточно-болоточное в бананово-лимонном Сингапуре. Ну вот, потому что очень много людей. Вы уже и маршруты там приглядели, где-то там Полесье, болото. Да, вот именно туда, именно на юг. Почему-то, ну, я не знаю, может быть, это мой какой-то вот этот туристическо-путешественнический бэкграунд так зовет именно туда, где плохо, в хорошем смысле этого слова. Вот чтобы вот на большом плоту с навесом 3 дня по Припяти, например, там останавливались в Турове, где-нибудь в каких-то интересных, красивых городах и рассказывая иностранцам, что здесь было, как это все. Пусть они увидят зубров, пусть они увидят вот эти вот огромные непроходимые наши леса, буреломы. Пусть их искусают комары. Слава богу, малярии у нас там минимум. Не трэба гэтую там ламинированную Беловежскую пушчу. Это тоже надо, это тоже все-таки европейское достояние. Проехали через Беловежскую пущу, поночевали там, паковали, я имею в виду, ковать, из глины что-то слепили, покормили зубра, попробовали самогоночки, ну и дальше уже за приключениями. Все-таки любое путешествие, если ты приезжаешь, например, в Перу, ты должен посетить ламинированную Мачу-Пикчу. Ну, как-то приехать в Перу и не... Ну, если ты пришел там, я не знаю, в Лувр, ну, надо уже, хочешь ты, не хочешь, ну, надо уже там Джаконду увидеть. Ну как-то просто, там, ну, хотя бы, да. Ну, потому что вот так вот надо. То же самое и у нас. У нас есть места, которые интересно показать. А если еще и рассказать иностранцу о том, что здесь было, а если еще немножко и придумать, там каждую ночь привидение, а вот здесь цмок у нас живет на болотах. Да, ці асталася, што ў Беларусі паглядзець, апроч вот гэтых вот так з еўраремонтам Мирского замка. Там... Это извечная, это больная тема. Разумеется, большинству
населения земного шара в Беларуси было бы интересно. Но надо учитывать, что это большинство населения земного шара никогда со своих территорий не уедет. Племена, которые живут в джунглях, африканские народности, да вообще африканцы на 90%, они не в состоянии куда-то уехать, а им было бы интересно вот это посмотреть. Европейцам Беларусь, вот не знаю, это надо спрашивать у европейцев. Почему-то я как-то все время стесняюсь задавать им, своим друзьям этот вопрос. Может быть, я боюсь получить ответ, что... Или поставить их в неудобное положение, что они вынуждены будут думать из вежливости, сейчас придумывать какой-то... Да, Денис, у вас интересно, красиво все. А сами бочком-бочком и в аэропорт побыстрее. Ну, не знаю, вот как-то... Все-таки я считаю, что у нас должен быть событийный туризм. Здесь мы можем сделать действительно очень большой акцент. Джазовые фестивали, театральные, какие-то open-air, вот это все. Вот это все мы можем вытянуть. Вот что еще мифологически, если придумать? Ну вот придумали, да, шотландцы там лохнесское чудовище когда-то. Придумали ли оно действительно на самом деле есть? Ну никто что-то не знает. Ну так почему бы нам вот не придумать? А у белорусов же как? Мы что-то придумали, и отлично придумали, вот идеально придумали, а вот донести до остальных не можем. Почему-то как-то так вот, придумали, ну и здорово. Так, ребята, ну давайте. Почему я вижу по Евроньюз или по каким-то другим интересным каналам идут рекламы, вот эти вот красивые рекламы, снятые: приезжайте к нам в Грузию. Вот это вот все крутится, красиво, здорово снято. Не каким-то мальчиком, который только что окончил, а это международная компания, приехал, да, им заплатили, а это стоило очень дорого. Но получается офигенный продукт, который ты можешь действительно на весь мир выпустить. Давайте делать такой продукт, давайте зазывать к нам. Давайте, але на заканчэнне хацелася б спытаць іншае. Зараз шмат кажуць, што з-за гэтых вот закрытых межаў, за эканамічнай крызы, якая чакае нас па выніку ад каранавіруса і гэтак далей, першымі пацярпелі турыстычныя кампаніі. Вот все ж таки маеце вот такую, скажем, бізнес невялічкі, хай сабе, але вот звязаны з турыстычнымі паездкамі, хай і авантурыстычнымі, але тым не менш. Наколькі ўсё ж таки вот чакаеце, што складаныя часы для вот менавіта такого бизнеса? Конечно, сложное время, да, разумеется. Ну, нужно быть, наверное, недалеким человеком, чтобы хорохориться и говорить: да ладно, да вы что, сейчас вот завтра все закончится, и поток людей пойдет, ну... 3 раза больше. 3 раза больше, и мы хо-хо-хо. Ну, надо же понимать, что туристический бизнес, ключевое слово здесь бизнес, да, это не та структура, которая живет вот сегодняшним днем. Турист пришел, принес $1000, опа, и мы на эту $1000 сделали себе ремонт. Завтра на другую $1000 мы купили себе еды. Нет. В любом бизнесе, если это опять-таки бизнес, есть подушка. Есть своя подушка безопасности. Да, конечно же, пострадают в основном младшие звенья. Это менеджеры, которые продают туры, которые подписывают договоры. Они пострадают. Но и опять-таки, если компания туристическая заинтересована в том или ином сотруднике, если он нужен, значит, она должна что-то придумать. Значит, да, часть из этой вот подушки все-таки дать людям, которые тебя столько лет поддерживали, кормили, и за счет которых ты собственник. Ты имеешь сейчас дом, машину и 5 раз ездишь в год на Мальдивы. Ну, тогда уже надо думать. Это уже каждая компания будет выживать здесь по-своему. Соберутся туристические компании, придумают что-то свое, какой-то вот консорциум такой для консолидации сил, для помощи друг другу. Хорошо. Не придумают, ну, значит, тогда каждый сам по себе будет. Ну і на заканчэнне яшчэ раз паўторым такую кароткую параду тым людзям, хто зараз знаходіцца дзесьці застраў за мяжой і шукае магчымасці, ну дакладней думае, што яму рабіць. На связи. Прежде всего, все время быть на связи. Постоянно, каждые 2 часа проверять интернет, что там пишут. Если вы хотите выехать с той территории, где вы сейчас застряли, постоянно мониторить билеты на агрегаторах, непосредственно на сайтах авиакомпаний. Это мы говорим о тех людях, которые самостоятельно почему-то уехали, не в составе организованной группы. Это совсем другой разговор, а именно сами. Добираться до
посольство, общаться, звонить в посольство, спрашивать, как, что, не обращать, ради бога, вот, пожалуйста, не надо писать в социальных сетях, что им там в посольствах на нас наплевать. Да не наплевать, это их непосредственная работа, помогать гражданам, у них есть эти отделы, и они знают, у них должны быть уже протоколы, как и что действовать в той или иной ситуации. В конце концов, это ваши земляки, а кто же еще, даже если вас земляк свой пошлет, это будет гораздо приятнее, нежели вас какой-нибудь местный полицейский в Гондурасе пошлет. Нету посольства в этой стране, значит, узнавать, где есть какие-то торгпредства, какие-нибудь представительства вашей страны, идти туда, идти к ним, говорить, я вот турист, я застрял, да, каяться, извините, я дурак. Ни в коем случае не хорохориться, не пытаться решить что-то самостоятельно с местными властями. Ну, а если так уже получилось, вы застряли где-то на курорте, ну, карточка, на которую вам банковская карточка, пусть ваши родственники идут в ваше отделение банка и переводят вам деньги, чтобы вы какое-то время еще могли, ну, месяц, хотя бы месяц оставаться там на территории. Дзякуй вялікі. Такія вось парады ад вандроўніка-авантурыста, увогуле вельмі вопытнага ў гэтых пытаннях чалавека, Дзяніса Дудзінскага. Слухайце і глядзіце нас.